друзья, партнеры, коллеги, не хочется так назвать, все присутствующие в этом зале. Мы собрались с вами на 4-й республиканский слет приемных родителей, который организован Фондом ЮНИСЕФ Азия совместно с Москвоголовским центром помощи детям сиротам и методическим центром организации социального обслуживания. Название поменялось немножко, и тема, мы собираемся в 4-й раз. Я вот для тех, кто не знает, немножко расскажу предысторию краткую, и для чего мы собираемся уже в 4-й раз в таком достаточно большом количестве. Сейчас вот подсчитают, сколько человек присутствует, откуда приехали. История слета началась еще в 2015 году, уже 4,5 года назад. К нам приехал Москвоголовский центр, тогда центр помощи детям, сиротам, это детский дом, и сказал, что необходимо как-то собирать и помогать приемным родителям, что можно для этого сделать, что они нуждаются в обучении дополнительном, общении и помощи. К тому времени мы уже снимали, с 2013 года у нас идет телепередача, в которой мы снимаем видеопаспорта детей и показываем приемные семьи, опыт приемных семей, советы специалистов. Многие, я думаю, что видели эту передачу. Ну и как вот родилась идея слета. И первый слет мы провели на даче Москвоголовского центра помощи детям летом 2015 года. В 2016 году мы тоже провели такой же слет. И в первый раз было 10 приемных семей, 15 специалистов центров помощи детям-сиротам. Во втором слете в 2016 году уже 17 приемных семей и 18 специалистов. В прошлом году мы провели 3-й слет республиканский уже в городе Якутске, на котором присутствовало уже 26 приемных семей и 23 специалиста центров помощи семье и детям. Мы надеемся, что такие слеты приносят пользу, необходимы. Мы решаем одну и ту же задачу и заинтересованы в общем результате. Но здесь я не буду говорить статистики, потому что статистика — это Министерство труда и социального развития. Все они, многие об этом знают. Я сейчас вот хочу представить наших почетных гостей, которые присутствуют сегодня на нашем слете. Это заместитель главы городского округа города Наталья Романовна Степанова. Также у нас присутствует первый заместитель министра труда и социального развития Иван Иванович Алексеев, это новый человек у нас. И особое вот у нас событие на нашем слете, это присутствует начальник управления Министерства юстиции Российской Федерации по Республике Саха-Якутия Ольга Валерьевна Романова. Мы Ольгу Валерьевну пригласили для того, чтобы она обязаны приглашать на наши мероприятия некоммерческих организаций. И присутствует также у нас уполномоченный по правам ребенка Республики Саха-Якутия Анна Панасьевна Соловьева. Вы ее все хорошо знаете, она присутствует на каждом нашем слете. Ну вот сейчас я еще хочу сказать, представлю организаторов наших. Это Антонина Владимировна Амосова, это директор методического центра организации социального обслуживания Министерства труда и социального развития Любовь Николаевна, Клюкина. Да, это заместитель министра по делам молодежи и социальной коммуникации, это новое название у вас. И заместитель начальника Следственного управления Следственного комитета Российской Федерации Николай Артурович Алексеев. Хочу сказать, что вот на координационном совете при Следственном управлении Следственного комитета в рассмотрении вопросов детей, которые находятся в этих учреждениях, часто рассматриваются эти вопросы, как раз которые пересекаются с нашими, это и вопросы преступности детей, воспитанников центров помощи детям-сиротам. Любовь Григорьевна Танцура, начальник отдела опеки и попечительства Людмила,
еще я пропустила, вот Василий Николаевич Ильин, ну кто его не знает, да, директор Психологического центра помощи детям-сиротам, это вот инициатор этой идеи проведения и один из организаторов. Ну, вот сейчас я хочу сказать, что уже на сейчас зарегистрировано какова численность вот присутствующих. Всего замечающих семей 25 из улусов, по-моему, 10, да? С городом Якутском Булусский улус, Намский улус присутствует, Горный улус, Усялданский, Мегино-Кангаласский, город Якутск 10 семей, Кангаласский 4, Алёпнинский, Чурапчинский, Вилюйский, Ангинский. Вот такая достаточно большая география. 65 участников замечающих семей и центра помощи детям-сиротам. Но сейчас вот я хочу представить слово приветствия заместителю главы городского округа города Якутск Наталье Романовне. Добрый день, дорогие друзья. Сегодня 4-й раз вы, оказывается, собираетесь здесь ради такого замечательного дела, как воспитание подрастающего поколения, как оказание помощи, оказание поддержки детям, оставшимся без попечения родителей. От имени окружной администрации в лице главы городского округа города Якутск Сарданы Владимировны Авсентьевой и от себя лично я сегодня рада вас приветствовать на этом замечательном мероприятии. В городском округе города Якутск 19 приемных семей, мы их так называем, да? И мне сегодня очень волнительно и радостно видеть среди родителей людей, которых я знаю лично, которых раньше по предыдущей работе знала, встречалась. Это семья Катагоровых, это семья Тарабукиных, это замечательные семьи, которые проживают в микрорайоне Марха. И, конечно же, наша замечательная, я могу сказать, даже моя Леночка Павловна Ефремова, вряд ли ее кто называет приемной семьей, но это хрупкая, ну, поднимись, Леночка, может, не все знают, хрупкую женщину, даже я женщиной назвать-то едва могу, девушку, вряд ли можно назвать мамой, да, но через ее теплые, заботливые руки уж столько детей прошло за все эти годы, и сколько детей вот во имя этого и трудилась, и жизнь, и труд, и деятельность свою отдала Лена, чтобы эти дети находили семьи, чтобы у этих детей появилась возможность обращаться к взрослым по имени. Не по имени тетя кто-то, да, а по мама, папа. Вот, за это я сегодня всех вас благодарю, всех родителей приемных семей за то, что вы приняли на себя такой груз ответственности и заботу в свое время взвалили на свои, скажем, плечи, чтобы больше детей год из года находили семьи, находили себе родных братьев и сестер, и во имя этого вы сегодня существуете, работаете и отдаете себя этим детям. Спасибо сегодня я хочу сказать организаторам, социальным партнерам, благодаря которым такие мероприятия уже становятся ежегодными, и будет продолжение этой работы. Сегодня и в течение завтрашнего дня с вами будут работать специалисты и в мастер-классах, и на круглых столах. Вы получите массу полезного для себя, ну и для своих детей. Спасибо вам, желаю вам успешного труда.
приветственное слово также предоставляется Ивану Ивановичу Алексею, первому заместителю Министерства труда и социального развития. Добрый день, уважаемая Ольга Михайловна, уважаемые участники 4-го республиканского слета приемных родителей. Разрешите от лица Министерства труда и социального развития поприветствовать вас на таком замечательном мероприятии, где будут обсуждаться актуальные вопросы по устройству, семейному устройству детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ну, я могу сказать от лица Министерства, что Международный детский фонд «Дети Саха-Азии» давно уже сотрудничает с органами исполнительной власти Республики Саха-Якутия. Данный форум уже проводится на протяжении последних 5 лет. Ранее он проводился совместно с Министерством образования Республики, начиная с 2016 года, после передачи полномочий по опеке и попечительству уже нашим Министерством труда и социального развития. Формат данного форума ранее был проведен таким образом, что ранее вы привозили детей на оздоровление и совместно с этим проводили данный форум. Но так как мы всегда прислушиваемся к вашему мнению, в этом году мы решили провести форум для вас, для родителей, и на этом форуме обсудить актуальные вопросы нововведения в законодательстве, а также такие вопросы, сложные и актуальные вопросы, такие как возврат детей в приемные семьи, а также девиантное поведение подростков. На этом форуме вы можете погрузиться в тренинговые, обучающие мероприятия, а я со своей стороны хочу, как вначале было сказано, рассказать немножко про статистику. Хотелось бы отметить положительную динамику у нас, так как наблюдается сокращение общего количества у нас в республике детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В 2017 году численность детей составляла 4383 ребенка, а из них на воспитании в семьях находилось 3806 детей. Ежегодно количество таких детей сокращается на 3-5%. Растет также и количество приемных семей. По сравнению с 2010 годом наблюдается увеличение количества приемных семей в 2,5 раза. Так, в этом году в 240 приемных семьях воспитывается 642 ребенка. Таким образом, всего на воспитании в семьях вновь попечителей находится более 86% от общего количества детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Ну, ответственность, все нововведения, которые я сказал, мы далее будем обсуждать, поэтому хотелось бы еще раз от лица Министерства труда и социального развития поприветствовать вас и надеемся, что данный форум будет полезен вам, а также и нам тоже. Спасибо. Спасибо. Также слово для приветствия предоставляем Ольге Валерьевне Романовой, начальнику управления Министерства юстиции Российской Федерации. Спасибо. Ну, я хочу начать свое приветствие со слов благодарности всем собравшимся здесь, кто по зову души и по долгу службы работает в этой непростой, но очень благородной сфере, да, работы с детьми, особенно теми детьми, да, которые остались без родителей. Очень много проблем в этой сфере, комплексных проблем. И, конечно, наше ведомство тоже комплексное, правовое, работает в этих направлениях. Да? И сегодня, участвуя в вашем форуме, мы хотели бы тоже подчеркнуть для себя вопросы, требующие дальнейшего развития, дальнейшего решения. Хочу проинформировать вас, что за последние годы в республике создана нормативно-правовая база, и на федеральном уровне приняты акты, которые регулируют вопросы приемных семей, да, значит, все, что связано с работой с такой категорией детей, как сироты или оставшиеся без попечения родителей. Но, однако, на практике, значит, по обращениям и по статистике разных органов, включая уполномоченного по правам ребенка, но все равно звучат остановочные вопросы, которые требуют дальнейшего развития. И сегодня мы хотим предложить вам, участникам форума, анкету из 9 вопросов, которые, как будет время, вы заполните, ответите, и мы возьмем на вооружение, обязательно вас проинформируем, как, значит, по мере решения тех задач, которые вы перед нами поставите. Значит, это задачи в сфере достаточности правового регулирования как на региональном уровне, так и на федеральном уровне. Мы обязательно разработаем соответствующий трудом с
безусловно, органами соответствующими, да, специализированными, поправки в документы правовые, да, чтобы еще больше сделать вам то правовое поле, да, чтобы еще больше эффективнее, спокойнее, интереснее и правильнее строилась ваша работа с детьми. Также мы хотим спросить вопросы, связанные с правовой помощью. У нас в республике активно проводится работа по правовой помощи и самим детям, да, и родителям, и приемным родителям, и так далее. Знаете, что есть День всероссийской помощи детям, да, 20 ноября. Мы все вместе вот со структурами, которые здесь находятся, с общественными объединениями, с фондом «Дети Сахазия» и с прочими организациями выходим к ребятам, к вам, значит, тем, кто работает или отвечает за эту категорию детей, да, и отвечаем на вопросы, берем на вооружение проблемы, решаем эти проблемы, да, и у нас в республике это проходит очень эффективно по всем районам, на слегам, вот, во всех школах, социальных учреждениях. Если кого-то где-то не охватили, и в этом году есть какая-то особая проблематика, а вот Николай Артурович будет выступать, наверное, тоже скажет, у нас достаточно вот, тревожные цифры по преступности, связанные в отношении детей, именно детей, да, какая-то есть озлобленность в обществе, какое-то есть напряжение, значит, какие-то вопросы, связанные с миграцией, возможно, да, влияют на какие-то моменты, социально-экономические и так далее. То есть вот здесь в анкете мы тоже хотели бы услышать ваши проблемы, вопросы, которые 20 ноября, выйдя, значит, к вам на места, общаясь, значит, с вами и с теми, кто работает в этой сфере, да, мы могли быть подготовлены, более подготовленными, да. Вот, у нас люди в Республике Саха-Якутия очень активные, объединяются в разные виды некоммерческих организаций, решая совместно наиболее важные задачи. Да? И вот в вашей сфере, в сфере работы с детьми-сиротами, да, и вообще поддержка семей, в том числе приемных семей, да, стала целью 10 некоммерческих организаций, вот не знаю, Михаил сегодня не представлены здесь или нет, и 3 организаций, которые только, значит, заявили цели по работе с детьми-сиротами. Значит, ну, по отчетам это организации действующие, даже вот 4 получили гранты в этом году, да, государство очень поддерживает некоммерческий сектор, всех тех людей активных, которые объединяются для благих задач. И в этом году 1 триллион средств из федерального бюджета выделено на поддержку некоммерческих вот этих проектов, идей, социально значимых проектов. И республиканский бюджет тоже несколько сот миллионов на вот задачи благие предусмотрел. Да? Идут конкурсы по линии различных министерств, ведомств, да? По различным видам задач, которые на сегодняшний день актуальны в республике, в частности. Вот. И участвуя, некоммерческие организации их получают и реализуют свои задачи уже с помощью, в том числе, и средств материальных. Вот. Я хотела бы сегодня призвать вас к активной работе. Завтра мы хотим, Ольга Михайловна сегодня вот буквально сходу с колес, да, родилась идея, что наш специалист подойдет, да, и во время форума по некоммерческим организациям, да, во время форума, если есть такая необходимость, проведет консультацию, в том числе подготовку документов вам необходимых, если такая потребность есть, сверху сделает с реестром нашим, да, выдаст вам информацию из реестра, вот, в том числе выдаст информацию из реестра нормативно-правовых актов, из реестра юридических лиц, как я уже сказала, да, некоммерческих организаций. Вот. Ну, а анкета, если сегодня будет заполнена, то завтра мы тоже можем скорректировать и что-то вам принести, значит, кого-то поставить на консультации. Вот, мы в прошлом году добились, чтобы эти категории семей, вот сегодня собравшихся в том числе, получали льготы при нотариальном обслуживании, при адвокатском обслуживании, да, правовой помощи. Значит, помощь их возмещается потом из бюджета, вот, но приемным семьям, детям, значит, попавшим в трудную жизненную ситуацию, детям-сиротам, детям, вот, как мы уже говорили, да, старших без попечения родителей, предусмотрены бесплатное правовое обслуживание. То есть, если есть проблема с выходом в суд, допустим, защитой уже нарушенного права. Вот. Поэтому мы такую брошюрку тоже сейчас передадим вам, значит, конкретно, да, по каким категориям дел, категории заявителей, да, мы работаем бесплатно, то есть восстанавливаем нарушенные права. Вот сегодня в приветствии я хочу вот это вот высказать, вот эти вот грани, обозначить совместно с нами работой, ну и призвать
к результатам, активным результатам. Еще раз с уважением к вам, с большой радостью вам помочь в решении наиважнейших задач, которые не могут оставить никого равнодушным, работать с детьми обездоленными. Правда, это невозможно как-то урегулировать, принудить, да, обязать. Это, правда, нужно иметь душу, сердце большое. И, конечно, наша задача помочь вам и по долгу службы, и, собственно, по своему человеческому предназначению. Вот. И из этой цели сегодня мы хотим принять участие в работе вашего форума. Ольга Михайловна, огромное спасибо за уже системный подход в этой теме. Спасибо, что нас собирают, объединяют общество и государство, наши структуры. Сегодня одни профессионалы, здесь я посмотрела список, да, значит, от танцоры знаменитой на всю республику, да, Николая Артуровича, значит, нашей Анны Афанасьевны, да, тех людей, которые столько лет профессионально на высоком уровне работают с этими категориями дел, вопросов, уважаемые люди, вот, и возможность воспользоваться, пообщаться, значит, совместно решить задачи, которые у вас стоят, это дорогого стоит. Спасибо за внимание и хорошей работы. Большое спасибо за столь информативное приветствие. Это, можно сказать, сообщение, много обещающее и как бы конструктивное предложение. Но это особенность нашего 4-го форума. А особенность, да, у нас на этом форуме, слете, путаюсь теперь уже со всеми названиями, особенностью слета является наличие большого количества анкет. Все хотят знать общественное мнение, поэтому это уже время времени, поэтому не запутайтесь, не забывайте наши анкеты, я про них еще скажу. Ну и сейчас хочу с большим удовольствием предоставить слово. Дорогие друзья, конечно, у нас мы собрались по хорошему событию, будем, как говорится, корректировать друг друга, но я бы хотела, чтобы вы встали и вспомнили керченские события. Спасибо. Это трагедия наших детей, современных. И позвольте мне прочитать стихи Владимира Высоцкого. Тот, который не стрелял. Я вам мозги не пудрю, уже не тот завод. В меня стрелял поутру из ружей целый взвод. За что мне эта злая, нелепая стезя? Не то чтобы не знаю, рассказывать нельзя. Мой командир меня почти что спас, но кто-то настоял, на расстреле настоял. И взвод отлично выполнил приказ, но был один, который не стрелял. Судьба моя лихая давно наперекос. Однажды языка я добыл, да не донес. И особист Суетин, неутомимый наш, еще тогда приметил и взял на карандаш. Он выволок на свет и приволок подколотый, подшитый материал. Никто поделать ничего не смог. Нет, смог один, который не стрелял. Рука упала в пропасть с дурацким криком «При!». И залп мне выдал пропуск в ту сторону земли. Но слышу: жить, зараза, тащите в медсанбат. Расстреливать 2 раза уставы не велят. А врач потом все сокал языком и, удивляясь, пули удалял. А я в бреду беседовал тайком с тем пареньком, который не стрелял. Я раны, как собака, лизал, а не лечил. В госпиталях, однако, в большом почете был. Ходил в меня влюбленный весь слабый женский пол. Эй, ты, недостреленный, давай-ка на укол. Наш батальон геройствовал в Крыму, и я туда глюкозу посылал, чтоб было слаще воевать ему. Кому? Тому, который не стрелял. Я пил чаек из блюдца, со спиртиком бывал,
Мне не пришлось загнуться, и я довоевал. Свой полк определили, воюй, сказал комбат. А что не дострелили, так я не виноват. Я тоже рад был, но присев у пня, я выл белугой и судьбину клял. Немецкий снайпер дострелял меня, убил того, который не стрелял. Владимир Высоцкий, 1973 год. И вот по последним событиям вы, конечно, это большая трагедия наших детей. И когда меня спрашивают, вот тот преступник, тот правонарушитель, какой плохой, какие плохие родители, вы знаете, мне всегда искренне жаль того правонарушителя, того преступника, которого мы осудили и даже послали в тюрьму. И я все время говорю, товарищи, ведь это наш ребенок, это мы нарушили его права, и поэтому он так поступил. Это мы виноваты в том, что он стал преступником. И вот, вы знаете, вот тех, которые здесь сидят, как раз являются теми людьми, которые дарят этим детям, преданных родителями, преданных окружением, которые стреляли в него все до единого. Вы как раз являетесь тем человеком, который не стрелял в этого ребенка. И поэтому я вас очень благодарю, я вас очень люблю. И вот 4-й раз я к вам прихожу, и каждый раз я вам кланяюсь глубоко и говорю, что вы люди большого сердца. И потому я желаю вашему, тоже хотела сказать, форуму, вот, нашему мероприятию успехов. И я очень рада, что к нам пришла Ольга Валерьевна, которая предлагает свою помощь. Я очень рада, что наконец-то Министерство труда выпустило вот эту брошюру качественную, которую нашим родителям приятно будет взять в руки, чтобы нашего ребенка не расстреляли залпом из всех целого взвода, чтобы он не умер, чтобы он не погиб из-за нашего ужасного нарушения всех его прав. И я желаю, чтобы Министерство труда и развития, и социального развития, Иван Иванович, пожалуйста, издайте тысячным экземпляром, находите деньги, где хотите, спонсоров, не знаю, кого хотите, потому что в этом году у нас произошло, вот мы все специалисты, на сегодняшний день 13 суицидов. Я помню, мы начинали, когда было 44 суицида. Мы много работали, мы старались. В прошлом году было 7, позапрошлом 6, а в этом уже 13. О чем это говорит? О том, что напряжение растет, что наши родители все-таки оказались не готовы к тому, что будет такой прессинг на их собственных детей. И, между прочим, они тоже прессуют своих детей. И поэтому, Иван Иванович, я очень надеюсь на вас. Найдите, кого хотите, где хотите. И чтобы вот эта брошюра не такая вот простая, а именно, чтобы человек взял и прочитал. Ему было приятно держать, и эта брошюрка сохранилась бы на многие годы. Спасибо, всем успехов! Я благодарю наших почетных гостей за теплые слова приветствия. И хочу начать сразу круглый стол. Это диалог приемных родителей с органами государственной власти. Теперь я хочу сказать немножко по регламенту. Как нужно, потому что у нас сейчас вот уже идет прямой эфир на YouTube нашего мероприятия. И поэтому прошу говорить в микрофон. Выступающим по повестке, вот сейчас я скажу, кто будет, да. Выступающим даем по 10 минут, потому что мы должны уложиться вовремя, не переходить, не сбиваться с графика.
выступление с места, как бы, представляться, прошу представиться полностью, кто вы, с какого района. До 3 минут. Конкретный вопрос, кому задаете, и предложение. По итогам такого стола будет выработана резолюция, рабочая группа будет составлена. Мы не делали ее сейчас заранее, не раздавали вам ее, потому что она будет исходить от нас самих присутствующих. Ну и первое выступление у нас будет директора Максоголовского центра помощи детям-сиротам Василий Николаевич на тему правонарушений среди воспитанников Центра помощи детям. Проблемы, пути решения. Добрый день, уважаемые приемные родители, коллеги, президиум, приглашенные. Разрешите представить на вашу тему презентацию на тему правонарушения воспитанников Центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, проблемы и пути их решения. Цель моего выступления на примере Максоголовского центра помощи детям, оставшихся без попечения родителей, дать общий анализ правонарушений и рассказать о некоторых формах профилактической работы. В нашем центре воспитывается на данный момент 36 воспитанников. За 2017-2018 год наши воспитанники совершили правонарушения, из которых 10% уголовные, 20% административные и 70% это дисциплинарные. Таким образом, мы видим, что большая часть правонарушений – это правонарушения дисциплинарного характера. Мы все знаем, что к нам дети поступают не от хорошей жизни. В основном это дети при живых родителях, так называемые социальные сироты. И детство таких детей тяжелое и нередко усугубляет смертью близких родственников, распитие родителями алкогольных напитков, вследствие чего их лишают родительских прав. Все вышесказанные частично ломают психику ребенка, напрочь лишает его чувства собственного достоинства. Ребенок без чувств, опоры, надежды и уверенности в себе быстро поддается отрицательному влиянию. Копирует плохое. Таким образом, недостаточное знание законов, непонимание или непринятие правил поведения, негативное влияние старших по возрасту, плюс к этому отрицательный жизненный опыт до поступления в центр приводит ребенка к противоправным поступкам. Перечисленным фактором относится и совместное проживание обычных детей с детьми 7-8 вида, а также подростками, которые какое-то время находились в следственном изоляторе временного содержания. Анализ проведенной динамики приводим к выводу, что проживание детей 7 и 8 вида и на содержащих ранее СИЗО отрицательно влияет на остальных воспитанников. Ну, вы видите проведенные таблицы о правовом статусе ребенка по вопросам. Первый слайд именно для детей от 6 до 14 лет. И второй слайд именно от 14 до 18 лет, какие права и обязанности и последствия они должны нести. Работа по профилактике правонарушений среди воспитанников нашего центра ведется регулярно, систематично. Главная ее цель – успешная адаптация и социализация наших детей. Помимо традиционных форм воспитания и воздействия в нашем детском доме созданы Совет отцов и Совет матерей. Каждый воспитанник закреплен за одним из работников, независимо от должности, при этом обязан учитывать индивидуальные особенности характера, интересы ребенка. Главная цель работы на Совете – успешная социализация воспитанника, обучение его жизненным навыкам. В конечном итоге это способствует профилактике правонарушений. В течение года на Совет отцов и матерей проводились различные мероприятия для детей и с участиями детьми. Это День матери, День отца, День пожилых людей, подводная рыбалка, обучение азам охоты, уток и на воровую дичь, рыбалка, невод, приготовление различных блюд, обучение азам шитьям, на сервировке стола и так далее. В процессе подготовки и во время проведения мероприятий прикрепленные отцы и матери по сути ведут со своими детьми профилактическую и профориентационную работу. И в заключение хочется выступить предложениями Министерства труда и социального развития изменить алгоритм направления детей в социальные учреждения, учитывать тип учреждения по воспитанию детей, ограничивать общение с родными
друзьями и теми людьми, которые оказывают явное негативное влияние на ребенка. Строже наказывать за повторное правонарушение. Дети чувствуют безнаказанно. И использовать опыт работы Совета отцов и матерей Московского центра помощи детям оставшихся без попечения родителей и других организаций. Спасибо за внимание. Дорогие друзья, спасибо вам большое. Вы такой молодец, уложились во время. Это очень высокая культура ведения. Спасибо вам большое. Так, пожалуйста, дальше предлагается Людмиле Григорьевне. Ну, еще раз доброе утро, уважаемые все участники нашего слета. Мне сначала хочется передать огромный привет от всех наших приемных семей, опекунских семей и предложение о том, что опека, она сама по себе имеет очень большой исторический путь. Впервые она упоминается еще в правлении князей Рюриковичей. Первые указы, которые были уже основные по созданию приютов церковных, опекунских, создание первых опекунских семей относится еще к указам Петра I и Екатерины II. И вот у нас наши, будем говорить, опекунские семьи все озадачены. А почему есть праздник, например, День ПДН, подразделения по делам несовершеннолетних, есть у нас праздник комиссии по делам несовершеннолетних, которые практически созданы уже в советское время. И такое пожелание, чтобы подумать о том, чтобы был единый какой-то день, праздник опеки. Потому что исторический путь опеки очень большой. Свыше 1500 лет существует у нас опека. Поэтому я это передаю присутствующим здесь товарищам из правительства, которые бы этот вопрос учли. Говоря о приемной семье, следует отметить, что этот семейный правовой институт является основой формы устройства именно детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей. Приемным отличием нашей приемной семьи от опекунской семьи является то, что дети передаются в семью, где есть приемные родители. Если рассмотреть наше законодательство, значит, у нас сейчас практически положение какого-то именно конкретизирующее полностью всю деятельность приемной семьи, финансирование в одном нормативном документе у нас нет. У нас практически это федеральный закон об опеке и попечительстве, 423 постановление, которое регламентирует работу приемной семьи. Хотелось бы, конечно, чтобы был единый такой нормативно-правовой акт. И немножко я остановлюсь именно на работе городского округа город Якутск. У нас в городе 80 тысяч детского населения, от 0 до 18 лет и свыше 750 лиц категории детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 607 это лиц, которые уже за 23 года получили жилье в городе Якутске. Если смотреть, у нас на территории города Якутска в настоящее время функционирует 650 опекунских семей, в которых проживают 770 подопечных детей, оставшихся без попечения родителей, которые находятся и в приемных семьях, и в опекунских семьях, и свыше 150 детей – это дети, которые усыновлены за последние 3 года. В общей сложности 920 детей проживает у нас на семейной форме устройства. Следует также отметить, что у нас уменьшается количество детей, действительно оставшихся без попечения родителей, что меня радует, потому что в основном у нас было увеличение детей, оставшихся без попечения родителей, которые к нам приезжают из других регионов. Идет очень большая миграция населения. Вот. И поэтому дети-сироты у нас очень мало. Вот если я проанализировала, из 925 детей у нас 325 детей – это круглые сироты. Остальные – социальные сироты.
Поэтому сейчас надо направить всю нашу деятельность, работу на то, чтобы работать с этими родителями, не только органам опеки и попечительства, но и приемным семьям по возврату детей в кровные семьи, даже из наших замещающих семей. Это имеется в виду приемные семьи, это имеется в виду и опекунские семьи. На территории города Якутска у нас на сегодняшний день 19 приемных семей. Эти приемные семьи все разные. Это семьи, начиная от 11 детей, которые находятся в приемных семьях, и дети, где проживает 2-3 детей. Все эти семьи, они еще разные в чем? Здесь проживают дети разных национальностей, как я сказала, разных возрастов. А также проживают дети, которые являются и братьями, и сестрами. В основном все эти дети, они у нас взяты нашими гражданами из организации для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Но будем говорить чужие дети, хотя чужих детей у нас как таковых нет. Кровных у нас приемных семей, можно сказать, несколько. Что мне хочется еще сказать? Мне хочется сказать, что на территории городского округа города Якутск проводится очень большая работа, как с приемными семьями, так и с опекунскими усыновленными семьями. У нас заключено соглашение между государственным бюджетным учреждением «Методический центр социального обслуживания», которые, спасибо им, они очень нам помогают. Они работают на город, прямо берут целые наши управы опекунских семей и работают с ними, а также наш центр Берегиня, бывший детский дом, где у нас работает служба сопровождения, которая ведет наши опекунские приемные семьи. Наши приемные опекунские семьи могут обращаться туда постоянно, работают клубы опекунских и приемных семей, как при детском доме Берегиня, также при ассоциации подростков, клуб «Опята», где они могут организовать свой досуг, а также обращаться по различным вопросам, по правовым вопросам. Следует отметить еще то, что у нас на территории городского округа город Якутск тоже систематически проводятся единые информационные дни, правовые дни именно для населения города Якутска, где поднимаются вопросы профилактики, где поднимаются вопросы также приглашения наших граждан, ознакомления наших граждан с определенными и приемными семьями, подготовкой наших граждан. Какие проблемные вопросы? Я вообще говорить могу очень много. Проблемные, да, я поняла. Проблемные вопросы какие у нас? Это в первую очередь. Сейчас мы говорим о том, что у нас где-то растет преступность, у нас правонарушения растут. Нам надо рассмотреть такие моменты. У нас на территории городского округа Якутск практически нет приютов. Именно профессиональных приютов со службами сопровождения для того, чтобы работать с этой категорией детей, с этими семьями. У нас практически работает, будем говорить, реабилитационный центр, и на основании общественной организации «Рига женщин» у нас социальная гостиница «Терчи» со службой сопровождения для города Якутска с населением 80 373 ребенка. Это очень мало. Вот, поэтому у меня предложение такое, что нам надо продумать все-таки какую-то программу, что-то продумать, чтобы готовить профессиональных руководителей, служб сопровождения, а также патронатных воспитателей, которые бы работали в семьях конкретно. Не просто это была единоразовая помощь. По приемным родителям. Я уже неоднократно тоже высказывала, носила предложение у нас и правительства о том, чтобы рассмотрели вопрос о заработной плате, чтобы наши приемные родители не получали денежное вознаграждение, а именно получали заработную плату с социальной всей поддержкой, потому что в основном, вот если проанализировать наши приемные семьи, они не работают, они занимаются воспитанием, особенно крупные наши приемные семьи. На это обратить внимание.
Кроме этого, конечно, обратить внимание на то, что у нас проблема, это, наверное, не только наша проблема, проблема всей республики, по санаторно-курортному лечению, по сопровождению. То есть, чтобы какие-то были льготы на сопровождение наших приемных родителей, своих семей на санаторно-курортное лечение. Вот в этом году я столкнулась, что у нас несколько приемных семей из-за этого отказались. Вот этот вопрос нужно поднять обязательно. И, естественно, я просто смотрела практику других регионов, сама была в Москве, в Санкт-Петербурге, в Новосибирске, и смотрела, как там построена работа. У них существуют свои законы по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. В отдельных регионах семейные кодексы даже существуют, допустим, отдельных регионов. Мне бы хотелось также учесть тот факт, что мы можем тоже просмотреть такие моменты социальной поддержки, например, как коммунальные услуги приемным родителям. Потому что сейчас они у нас практически оплачивают все коммунальные услуги. В других регионах идут скидки от 20 до 30%. Например, в Москве, в Московской области, там 50% оплачиваются коммунальные услуги. И оплата, то есть денежное вознаграждение, у нас, например, оплачивается одному из родителей. Чтобы оплачивалось именно денежное вознаграждение обоим родителям, не одному родителю, потому что они оба выполняют функции по воспитанию, по содержанию, по образованию наших деток. И прежде всего мне хочется вам всем пожелать успехов в вашей трудной, будем говорить, но почетной деятельности по именно воспитанию наших детей, оставшихся без попечения родителей. Я хочу задержать, воспользоваться такой большой аудиторией и вручить наш знак благодарность, во-первых, да, за помощь в подготовке нашего слета, потому что мы встречались, отдельно обсуждали программу, какие вопросы будут больны. Вот это вот вам сначала. Нагрудный знак такой. В честь 25-летия фонда Очень приятно. Второй лектор читает ровно время во время. Молодец. Культура высокая. Молодцы. ну, готовились. Ну, теперь следующее тоже будет по регламенту. Антонина Владимировна, это наш организатор, третий организатор, директор методического центра организации социального обслуживания. Добрый день, уважаемые коллеги, партнеры, замещающие семьи. Сегодня я хочу выступить с докладом об анализе ситуации по вторичному сиротству в Республике Саха-Якутия. В последние годы в республике, как и во всей России, у нас активно развиваются семейные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Улучшение положения этих детей наших способствует предпринимаемые государством меры по развитию института замещающих семей, созданию системы психолого-педагогического сопровождения, введение обязательной подготовки кандидатов в замещающие родителей. В то же время, наряду с ростом принятия детей в замещающие семьи, наблюдается увеличение количества отказов замещающих семей от приемных детей. И отмечается это во всех формах семейного устройства. Опасность данного явления заключается в том, что дети, изъятые из приемных семей, которые уже успели привыкнуть, получают серьезную психологическую травму, что может наложить отпечаток на дальнейшую жизнь ребенка, нарушить его развитие личности, сформировать склонность к девиантному поведению. Имеются разночтения официальной статистики, которые вызваны разными подходами к определению данного основания. И спектр толкований здесь достаточно широк. От всего количества отмененных решений о передаче ребенка в семью до количества детей, помещенных обратно в учреждение для детей, оставшихся без попечения родителей. Понятно, что не все отмененные решения о передаче ребенка свидетельствуют о вторичном сиротстве. К ним относятся и случаи возврата ребенка к кровным родителям,
факты изменения семейной формы устройства в случае передачи ребенка одного родственника к другому. А если за статистику вторичных отказов считать только те факты, когда ребенок вернулся в институциональное учреждение после достаточно серьезных и психотравмирующих событий, таких как расформирование приемной семьи, жестокое обращение с ребенком, ненадлежащее исполнение возложенных обязанностей, то из учета выпадает множество случаев, таких как когда ребенок был устроен сразу в замещающую семью. Поэтому для осуществления данного мониторинга отмены решения о передаче ребенка на воспитание в семью был определен исходный показатель, характеризирующий вторичное сиротство как количество всех отмененных решений за исключением не имеющих явного негативного контента. Используемые в данном анализе термины исходного показателя, факты вторичного сиротства, вторичные отказы, повторные отказы являются идентичными. Мониторинг ситуации вторичного сиротства в республике был впервые проведен в 2016 году нашим центром. Информация предоставлена была нашими органами опеки и попечительства всех муниципальных образований за период с 2010 по 2015 год. Получение первичной информации персонально на каждого ребенка, тесное взаимодействие позволило определить основные основания для исходной рабочей цифры анализа вторичных отказов. В этом году была разработан и более усовершенствована форма мониторинга, которая утверждена приказом Министерства труда, и уже по данной форме у нас со второго полугодия будет более четкая форма для отслеживания данного мониторинга. Ну вот, как видно из диаграммы, только за отчетный период 2018 года отмечено большое количество случаев уже возврата детей из замещающих семей в отношении 78 детей. Распределение абсолютного количества представлен на основании также представленных органами опеки и попечительства наших муниципальных образований. Поэтому, судя по данным, можно определить, что у нас растет абсолютное количество вторичных отказов, что является тревожной тенденцией и требует принятия срочных мер по недопущению возвратов из приемных семей наших приемных детей. Если провести более расширенный анализ вторичных отказов детей за 9 месяцев именно нашего текущего года, то картина выглядит следующим образом. В связи с фактами жестокого обращения в отношении 3 детей, в связи с ненадлежащим исполнением обязанностей по воспитанию в отношении 24 детей, в связи с отсутствием взаимопонимания 22 ребенка, не справились с воспитанием в отношении 4 детей. По инициативе замещающих родителей по различным основаниям, это по заявлению, в связи с возрастом, в связи с состоянием замещающего родителя, по семейным обстоятельствам в отношении 24 детей, по инициативе самого ребенка 1. Как видно из таблицы, больше всего случаев приходится именно на основании в связи с отсутствием взаимопонимания, то есть не справились с воспитанием ребенка, что составляет 33,3% от общего количества возвратов. Ненадлежащее выполнение обязанностей по воспитанию 30,8% от общего количества возвратов. Также такой же процент и по инициативе самих замещающих родителей. Также в этом году зафиксирован случай жестокого обращения с детьми в замещающих семьях. По распределению, если анализировать далее, то по распределению общего количества повторных отказов в зависимости от формы семейного устройства оно представлено следующим образом. 59 детей у нас находилось под опекой, 16 детей из приемных семей и 3 усыновленных ребенка. В этом году, как мы уже говорили, был зафиксирован случай расформирования приемной семьи, в которых находились 3 детей в связи с жестоким обращением. Широкое распространение такой формы, как приемная семья, сопряжено с определенными рисками по отказу от приемных детей. Прежде всего, это обусловлено тем, что в приемной семье в основном приходят дети старшего возраста, сиблинги, то есть братья и сестры, дети, имеющие психотравмический опыт проживания в учреждениях, которые неоднократно возвращались из приемных семей.
И минимизировать данные риски может только обязательное психолого-педагогическое сопровождение таких семей, особенно в части повышения их родительской компетентности. На сегодня у нас в республике функционирует только 8 служб сопровождения, которые созданы при центрах содействия устройству детей. Если рассмотреть по анализу характеристики группы детей, то отмены, которые произошли в отношении 78 детей, из них составляет 36 мальчиков и 42 девочки. По возрасту распределение детей представлено следующим образом. До 4 лет 2 ребенка вернулись, с 4 до 7 – 10 детей, с 7 до 11 – 21 ребенок, с 12 до 15 – 26 детей, с 16 до 18 – 19 детей. Из 78 детей большинство составили дети подросткового возраста, что составило 57,7%. Это еще раз подтверждает тезис о рисках и сложностях подросткового возраста, когда детско-родительские отношения подвергаются испытаниям и проверке взрослых на мудрость, любовь и принятие самого ребенка. Также большое внимание требует вопрос отказа в семье от сиблинговых пар. Всего за 9 месяцев вторичную травму отказа пережили 14 сиблинговых пар. Это 31 ребенок. Распределение общего количества детей по длительности проживания тоже также мы провели мониторинг, и оно выглядит следующим образом. Ребенок, который проживал в семье первый год жизни, 28 детей вернулись, которые от года до 3 лет прожили в семье, 13 детей, с 3 до 7 – 25 детей, с 7 до 10 – 7 детей и свыше – это 5 детей. Количество детей, от которых отказались на протяжении первого года проживания в семье, как я уже говорила, 28, данный факт может указывать на сложности именно адаптационного периода, когда замещающая семья не смогла справиться с установлением взаимопонимания и принятия друг друга, освоением ребенком уклада и правил семьи, возникшими проблемами детей в окружающем социуме. Кроме того, эти данные свидетельствуют также и о том, что принятые решения о приеме ребенка носило у замещающих родителей спонтанный характер, либо они не имели возможности отказаться от приема ребенка родственников. Здесь же более подробного ответа стоит изучить вопрос, получали ли эти семьи услуги по сопровождению в первый год жизни ребенка. Поэтому мы еще раз говорим, что когда семья берет ребенка на воспитание, нужна очень поддержка психолого-педагогическое и сопровождение данной семьи. Также, кроме того, в течение 9 месяцев 2018 года замещающие семьи отказались от 20, как и говорилось, от 25 детей, которые находились в семье от 3 и до 7 лет. Этот анализ тоже хотелось бы более детально и глубоко изучить. Но можно только предположить, что семьи не смогли сформировать привязанность к данному ребенку. То есть адаптация в семье либо имела затянутый характер, либо в семье могли произойти кризисные ситуации, в том числе принятие одного и более детей, либо дети достигли подросткового возраста, или же имели тяжелый травматичный опыт проживания, что, соответственно, опять же говорит о том, что данная семья не смогла своевременно либо обратиться за помощью к высококвалифицированным специалистам, либо же не была настолько готова к данным трудностям. В случае вторичного отказа от приемных детей в семьях, которые воспитывали детей свыше 10 лет, это в основном носят такие, как низкая воспитательская компетентность. То есть они не смогли именно, так как большой процент у нас был именно подросткового возраста, это связано с тем, что родители не смогли справиться с переходом с трудностями подросткового возраста, в результате чего дети, конечно, были возвращены. Но особого рассмотрения также требует вопрос дальнейшего жизнеустройства таких детей после вторичного отказа. Возвращение ребенка в учреждение становится для него стрессовой, а нередко и травматической ситуацией. Поэтому в ходе интеграции возвращенных детей в коллектив детского учреждения наблюдается явная негативная динамика их социализации. Резкая реакция же самих детей на этот стресс может усугубить их состояние и оказать отрицательное воздействие на дальнейшее развитие личности.
У возвращенных подростков наблюдается достаточно высокая степень выраженности депрессивных состояний, особенно у девочек. Так, вот. 2018 год из 78 детей, от которых отказались замещающие семьи, 39 детей у нас было устроено в учреждение, 14 детей в социально-реабилитационные центры, 23 ребенка были устроены в другие замещающие семьи, которые из них 18 были переданы под опеку, 5 детей в приемную семью. И на сегодня у нас один ребенок находится в розыске, и один ребенок поступил в учебное заведение. Это вот из тех данных, которые нам представили органы опеки, на сегодня статистика показывает, куда они у нас устроились. Также, если рассмотреть ситуацию со вторичным сиротством относительно родителей, то видно, что 78 детей у нас воспитывалось в 58 семьях. Из них это 18 полных семей и 40 это одинокие родители. По формам семейного устройства распределено так: 9 приемных семей, 46 опекунских вернули и 3 усыновителя. И наши родители это не в одном там городе, например, а из 20 муниципальных образований. Единичные случаи в основном, ну не считая, конечно, промышленных городов. Ну, анализ он такой большой, глубокий, поэтому мне, наверное, еще минуты 5. Ага, хорошо. Так, ну тогда я, наверное, у меня маленько даже 2-3 минутки осталось. Да, если рассмотреть ситуацию со вторичным сиротством относительно родителей, как я уже говорила, у нас это составляет 58 семей, из них 18 полных и 40 одиноких. По УЛУСам у нас это в основном из 20 муниципальных образований были возвращены дети. На таблице вы видите распределение отказавшихся совмещающих семей. Ну, особое рассмотрение требует также вопрос вторичных отказов от детей, которые прошли обязательную подготовку в школе приемных родителей. Как вы все прекрасно знаете, с 2012 года эта школа стала обязательной. Кроме бабушек, дедушек, родных братьев и сестер, несовершеннолетних отчимов и мачех, которые по закону могут не проходить данную школу приемных родителей. Ну и также та категория граждан, которые уже имели опыт доступления федерального закона в юридическую силу, граждан, которые уже брали на воспитание в семью. Ну, как показывает анализ, из 58 замещающих семей у нас 13 семей, которые прошли школу приемных родителей, отказались от детей. Ну, мы рассмотрим более глубоко по отношению 45 семей, которые не прошли обучение, так как это основной контингент возврата детей, да, это являются у нас бабушки, дедушки, 15 семей, родные братья и сестры, 3 семьи, взяли детей до вступления в законную силу, 17 семей, приемные семьи, 3 вернули, и не указано по данным наших органов опеки, по какой причине они вернули, это у 7 замещающих семей. Ну, получается, что 38 семей из 58 имели формальное право не проходить школу приемных родителей, но практика показывает, что как раз эта целевая группа близких родственников, наоборот, является наиболее проблемной в плане низкого уровня воспитательных компетенций, невнятной мотивации, наличия непроработанных собственных психологических травм, возрастных особенностей. Поэтому следует обратить особое внимание и продумать дополнительные способы привлечения родственников к прохождению подготовки в форме школы приемных родителей или других ресурсных групп взаимопомощи во избежание вторичного сиротства. Особое внимание также следует уделить и возрасту наших замещающих родителей. 7,6 родителей находились в возрасте от 50 лет и старше, что свидетельствует о низком воспитательском потенциале, о состоянии здоровья родителей. Но само по себе прохождение школы приемных родителей не гарантирует отсутствие вторичных отказов от детей. Процесс воспитания приемного ребенка зависит от многих факторов, важнейшим из которых является мотивация родителей, его воспитательских навыков, личного качества и ресурсов. Также стоит обратить особое внимание на профессиональный уровень психологов, которые проводят школу приемных родителей, на их системную подготовку, которая бы позволила разрешать данную проблему.
Ну, также необходимо развивать систему психолого-педагогического сопровождения, как я уже и говорила, потому что у нас всего 8 служб, не считая в городе, да, и некоммерческие организации. Помощи тем муниципальным образованиям, в которых эта служба вообще не существует. Ну, данный анализ позволяет сделать следующие выводы для принятия соответствующих мер по профилактике вторичного сиротства. Это обязательного прохождения школы приемных родителей всех кандидатов, замещающих родителей. Это отдельные программы с учетом особенностей детей и семей, то есть организация базового сопровождения, программа по сопровождению семей, которые берут именно сиблинговые пары, программа сопровождения принявшего на воспитание ребенка подросткового возраста. На сегодня нашим центром уже разрабатывается данное методическое руководство. Ну и, соответственно, были утверждены эти модули приказом Министерства труда. И с 2019 года, я думаю, что специалисты уже будут его принимать в практике. Да? Ну и также большинство, кроме того, проведенный анализ подтверждает о том, что следует обратить внимание на возраст семей, которые принимают детей на воспитание, так как 70,6% составили семей, которые взяли от 50 и старше. Как показывают полученные данные, с воспитанием детей больше не справляются близкие родственники. И большинство семей, не сумевших справиться с воспитанием приемного ребенка, являются одинокими. То есть я призываю наших специалистов более внимательно относиться к данной категории кандидатов, замещающих семьи. Ну и почти каждый год у нас происходят случаи отмены усыновлений, когда ребенка воспитывали в семье с раннего возраста, но потом родители не смогли справиться с травмативным кризисом подросткового возраста, тоже брать на заметку. И проведенный анализ нам также позволил выявить, что вот эти службы, которые я еще раз говорю, психолого-педагогическое сопровождение, необходимы в муниципальных образованиях. Ну, у меня как бы все. Мы все единодушны, вот анализ нам показал, что замещающим семьям необходимо сопровождение обязательно психологическое, юридическое и во многих вопросах. Ну вот от серьезных таких анализов и докладов мы перейдем к приемным семьям, да, мы послушаем, что конкретно вот они видят, смотрят на эту проблему изнутри, да, трагедии школы. Но первое слово я хочу предоставить нашей уважаемой Надежде Афанасьевне, председателю Ассоциации приемных семей республики. И вы все ее знаете с первого слета, и вообще многие... Дорогие приемные родители мои, дорогие коллеги по данной работе. Работа очень серьезная, и об этом говорит даже вот этот анализ, который, к сожалению, представляет такие цифры. Да? В октябре 2016 года на Всероссийском форуме приемных семей был сделан акцент на проблеме возвратов детей из приемных семей. В России по неофициальной статистике более 50% родителей признаются, что имеют намерение отказаться от детей. Масштабность проблемы может прийти в любой регион страны, если не работать на профилактику. Мы уже сегодня из анализа, очень такого серьезного анализа, видим, к сожалению, да? И вторичный отказ наносит сильнейшую психологическую травму ребенку. Один вернувшийся из семьи агрессивный ребенок несет в себе с собой травму весь детский коллектив. В чем же кроется причина отказов от детей, причина возвратов? Я буду говорить как сам приемный родитель, который воспитал 6 подростков, которые пришли в семью после 12 лет. Все они сегодня уже вышли из семьи, но мы, естественно, не можем с ними не поддерживать наши отношения. Так, меняйте, пожалуйста, реализуя грантовые программы, проекты, 2 проекта, и коммерческое партнерство психологов детский центр «Гармония», где председателем являюсь я, и ассоциации приемных семей. Первый проект «Родителям не рождаются и не становятся», и второй проект «Измени одну жизнь». Мы самими приемными родителями вели семинары, встречи, консультации и проводили заодно исследования по изучению жизнестойкости и адаптивности приемных детей. Выявилось, что обычно возвраты касаются, естественно, подростков из-за поведенческих проблем и неоправданных ожиданий ребенка. Привыкнув к регулярному праздничному, в кавычках,
времяпрепровождению при устройстве в семью со своими правилами и устоями, с необходимостью выполнения определенных обязанностей по дому, ребенок испытывает шок и рвется обратно в учреждение. Отдельных слов заслуживает отношение к учебе. Бедным сироткам, тут тоже кавычки оставлю, да, зачастую педагоги, жалея, часто ставят оценки просто так. При устройстве ребенка в семью он лишается привычного статуса сиротки, и от него требуют знания, и как результат ребенок хочет вернуться в учреждение. Мои родители подтвердят. Зачастую приемные родители ожидают от ребенка благодарности, помощи по дому, любви, успешной учебы. При этом иногда забывается то, что ребенок испытал огромную психотравму, и это повлияло на его характер. Приведя в семью сироту и ожидая от него ангелоподобного поведения, родители испытывают шок и ужас от реального положения вещей. Результат – возврат. Родители проходят различные стадии совместного проживания, в том числе кризис, во время которого есть опасность, что они не справятся и захотят вернуть ребенка в детский дом. Главные проблемы, с которыми встречаются родители, лежат в нескольких плоскостях. Это пристальное внимание общества к приемным родителям и осуждение их выбора. Я это точно знаю, как сама приемный родитель. Часто им приходится доказывать в обществе, что они сделали правильный шаг, взяв ребенка из детского дома. Другая проблема. Родителям не хватает специальных знаний по воспитанию ребенка-сироты. Конечно, сегодня необходимо усилить ответственность по повышению качества подбора и подготовки граждан на этапе подготовки к принятию ребенка в семью, так и на этапе, когда ребенок уже находится в семье. В связи с этим нужно поставить серьезную задачу по улучшению качества работы школ приемных родителей. Одна из проблем, которую необходимо решать сегодня, это проблема социально-психологического сопровождения, о котором сегодня очень многие говорили. Программы школ приемных родителей должны уделить особое внимание возрастной психологии, социальной педагогике, алгоритмам выхода из кризисных конфликтных ситуаций, которые оказались в семье. Нужна система подготовки приемных родителей и устройства детей с точки зрения создания комфортного социально-психологического климата в семье. Также нужна углубленная диагностика как родителей, так и детей на предмет совместимости и определения психологических особенностей. Главной задачей двух вышеназванных наших реализованных нами проектов было желание объединить приемных родителей, которым необходим свой круг общения, благодаря которому решается проблема эмоционального выгорания. Вы согласитесь, 24 часа в сутки жить с 5, 7, 12 приемными детьми – это совсем другая картина. И те, которые не были в нашей кухне, они этого не знают. И я хочу сказать о том, что есть у нас очень интересные вещи, да. Очень хочется сегодня обозначить работу приемных родителей с кровными родителями. Это тоже является одной из профилактик возвратов из приемных семей. Я хочу назвать очень хорошую семью, которая здесь присутствует, семью Тимофеевых. Поднимитесь, пожалуйста, Петр Васильевич и Ольга Ильинична. У нас год назад появилась эта семья. И она вплотную занимается скромной семьей своих приемных детей, хотя они живут в селе Халбац Вилюйского улуса. Халбац. Семья в течение года курировала кровную семью. Как? Договаривалась о лечении от алкогольной зависимости, устраивала пансионат на полгода, держала постоянную связь с головой наслега, решала вопросы по ремонту дома, устройству на работу, постоянно общалась с самими родителями для их социализации в обществе. Если бы, я так полагаю, да, если бы таких семей было много, или этой семье оказать большую какую-то поддержку, потому что я знаю, что они на самом деле живут и они вынуждены жить сегодня, они воспитывают 5 родных братьев, сестер, и если они живут сейчас, снимают квартиру за очень большие деньги. Я это просто знаю, позвольте говорить лично. Если поддерживать такие семьи, то была бы очень большая, работа профессиональной семьи. Сегодня мы должны говорить о профессиональных приемных семьях.
Сегодня также я могу сказать о том, что есть дети-сироты, нахождение которых небезопасно в семье. Хотя мы говорим о детях, которых мы приняли в семью, мы обязаны с ними работать, хоть какие они бы ни были. Да, мы работаем 7-8 видом, работаем. У меня тоже девочка была 8 вида. Сейчас она в семье уже, да. Таких проблем у нас очень много, но есть дети, которых, наверное, следует сегодня возвратить. Потому что и это не должно считаться за возврат из семьи. Почему? Потому что среди сирот увеличивается количество детей со сложными видами отклонений, умственной отсталостью, психиатрическими проблемами. Они находятся в полной зависимости от добросовестности и профессиональной квалификации своих законных представителей. Я хочу сейчас назвать семью Григорьевых, которая ряд лет, не зная отдыха, усталости, ведет огромную работу с таким больным ребенком, нахождение которого уже сейчас становится опасным для остальных детей. Если ребенок будет, я так сегодня полагаю, что наш лед, он на то и есть, чтобы решать подобные проблемы, да, и если вот этот ребенок будет помещен в специализированное учреждение, то это будет более гуманно по отношению как к самому ребенку, так и по отношению к другим детям, которые воспитываются в этой семье. Заключение психолога детской комиссии, наблюдение педагогов школы, поведение в семье таких детей несомненно ставит вопрос о переводе таких детей в специализированное учреждение и в дома-интернаты системы социальной защиты. И очень хорошо, что сегодня сидит вот как раз слушает нас заместитель министра Министерства труда и социального развития. Какая нужна профилактика отказов от приемных детей? Ну, я как приемный родитель и как председатель ассоциации приемных семей, которые постоянно ездила, читала лекции, могу это знаю и могу сказать, свои предложения. Первое. Создание единой межведомственной модели выявления и учета семей группы риска по отказу от ребенка. Второе. Достаточное нормативное обеспечение стандарта работы с семьями, программа профессиональной подготовки кадров для оказания квалифицированной помощи семьям. Третье. Разработка концепции профилактики отказа от детей. Профилактика отказа от детей – это организованная в рамках единой программы совокупность научно обоснованных и своевременно предпринимаемых действий. Четвертое. Необходима подготовка, переподготовка и повышение квалификации кадров, в том числе специалистов на основе межпрофессионального, междисциплинарного подхода. Пятое. Привлечение общественных организаций, благотворительных фондов, бизнес-структур к участию в реализации социально значимых проектов, направленных на профилактику отказа от детей. Мы сегодня 4-й раз являемся гостями этого слета, который проводит Международный детский фонд «Дети с Абхазии». Давайте поаплодируем, да? Шестое. Привлечение, развитие добровольческого движения как способа социализации детей в семье. Как раз сегодня здесь присутствуют студенты педагогического института, которые готовы работать с нашими семьями. Они реализуют проект социализации детей в семье. Прошу подняться вас. Которые вышли на меня и сказали, давайте мы вам поможем. С нами, вот вместе с ними сейчас находится магистрант первого курса по специальности социальная работа, психологическое сопровождение социальной деятельности из Финляндии, как ее зовут, Иария Ниеми. Поэтому надо сказать, что в принципе те, которые хотят нам помочь, их много. Поэтому давайте вместе поднимать эту проблему. Не только один фонд «Дети с Абхазии», а все вместе мы же сила, мы можем работать по отказам. Но я вам скажу честно, что сама лично проект уже не пишу, потому что возраст у меня теперь уже, я помню, как меня Ольга Романовна Валерьевна очень поддержала, когда вот мы создавали первый НКО, и мы тогда выиграли грант. Я родился бы счастливым, который мы реализовали. В общем, нами реализовано очень много проектов, и благодаря вот проекту «Измени одну жизнь», да, мы сами, все приемные родители, съездили в Алданский УЗ, оттуда привезли 20 детей. Если бы Балабкина здесь была, то это. И знаете, вот такие проекты
очень нужны. Я жду от своих приемных родителей, чтобы они уже, я вам помогу как научный работник, да, как кандидат наук, а работу ведете вы. Но я вам помогу. Поэтому я призываю своих приемных родителей писать проекты, потому что и меня уже много. Я прошу вас вклиниться, потому что среди нас есть 4 приемных родителей, которые обучились в Санкт-Петербурге при фонде «Родительский мост». Поэтому мы готовы, в принципе, работать, поэтому я прошу своих приемных родителей. Я вам помогу писать, но сама сильно уже не буду ездить. Хорошо? Спасибо вам за внимание. Спасибо. Ну вот, как мы и говорили, у нас была небольшая подготовка к слету, встречались, вот, обсуждали. И конкретные предложения. Вот все, я прошу вот всех выступающих, вот, чтобы мы по след как бы выпустили какие-то материалы по нашему слету, все ваши выступления как бы предоставить нам, да, мы разместим на сайте и, возможно, какой-то выпуск будет. Сделаем. Ну, сейчас мы сбились с нашего регламента, похвалились вначале, и я вот боюсь предоставить сейчас слово на 5 минут Алексею Михайловичу четко, быстро сказать, да, приемному родителю тоже свои видения, свои предложения, а потом мы прервемся, небольшая будет. Я приветствую всех участников слета, очень признателен и благодарен, то, что происходят такие события. И от себя маленько добавлю, то, что просто как приемный родитель в 2012 году я взял ребенка 7-го вида, вот, и с помощью Надежды Афанасьевны и школы приемных родителей мы подняли мою родительскую компетенцию. Вот, и, конечно, есть проблемы. Мы их решили. Да. И просто вот слушая всех предыдущих выступающих, я хотел бы маленько подытожить и сказать, что вот было бы очень здорово, если бы мы создали рабочую группу, в которую бы ходили бы все члены министерств, органов опеки, юстиция, для того, чтобы, и общественные организации обязательно, для того, чтобы мы понимали, чтобы мы, как Надежда Афанасьевна сказала, все объединились и совместно рассмотрели все эти проблемы и нашли пути решения. Не обязательно это будет, там, условно говоря, деньги, да? Потому что наша цель – это воспитание, а воспитание – это образование. Вот. То есть мы должны и просвещать, и образовываться, то есть найти пути решения совместные. И причем эта рабочая группа, по желанию, да, она должна ежемесячно собираться. Потому что мы должны и с правовой стороны все это рассмотреть, потому что воспитание детей 7-8 вида – это все-таки огромный труд. Огромный труд, и поэтому это нужно понимать. И коротко скажу, другая сторона медали. Да? Дело в том, что наша республика впереди планеты всей, закон об ответственном родительстве, я еще являюсь членом родительского совета города Якутска, да? Я замечаю, как простые, обыкновенные родители, то, что вот школы ответственных родителей у нас сейчас появляются, давно появились, работают в городе. Мне хотелось бы, чтобы они работали по единой какой-то структуре. То, чтобы эта работа была систематизирована. Они подчиняются, школы родителей, разным министерствам и ведомствам. Но у них есть программы, и которые ведут психологи. Поэтому нужно разработать методику для того, чтобы молодая семья могла прийти, например, на курсы молодой семьи. Потом, чтобы была единая программа поступенчатая. Потом, допустим, перинатальная школа. Давайте мы не будем забывать, что формирование личности происходит до 5 лет. Это самое основное, все, что закладывается в ребенка. А что у нас, какое у нас проходит обучение до 5 лет? И где эта система? То есть у нас должны молодые люди, попадая, скажем, в эти жернова родительства, постепенно по ступенькам идти. И пусть они будут под разными министерствами и ведомствами, но это нам даст, поднимет родительскую компетенцию общую. И даст свои плоды. Ну, не сразу все будет получаться, но я думаю, со временем мы получим результаты. Вот. Поэтому еще раз всех поблагодарю, как сказали, очень коротко. Ну, вот такие, по сути, предложения. Хорошо. Спасибо, Алексей Михайлович. Ну вот сейчас у нас вопрос молодежной политики перешел, по-моему, в ведение вашего министерства, да? Вот, по семейной, вернее.
что-то думаю одно, говорю другое, смотрела на Любовь Николаевну. И поэтому ну, вот, мы готовы, возможно, какой-то совет создастся. У нас родители очень активные, многие живут в городе Якутске, вот тут присутствуют, и мы все вот в этом заинтересованы. Мне хочется сказать, вот, ну, перерывом я уже не буду никого просить выступать, да. Вот недавно я в октябре была на заседании Международной ассоциации детских фондов, там присутствовали другие директора фондов, и говорили, ну, тоже ставили вопросы воспитания детей различных, по различной тематике. И вот один осетин вот сказал, что вот у них девизом является вот такое, что счастливые дети, счастливая страна, что-то в таком роде, да, потому что к детям относятся, что это сегодня дети, завтра народ. Поэтому к детям не нужно говорить, что это наше будущее, цветочки и прочее такое, да. Это вот завтра он народ. И какой народ мы воспитаем, вот, всеми, ну как бы силами, со всех сторон, там, комплексно, от того и зависит, в какой стране, в каком окружении мы будем жить, будут жить наши дети, и стариться мы будем. Ну, сейчас я вот хочу пригласить всех на кофе-брейк на первом этаже. На первом этаже, да, на полчаса. И без опозданий мы продолжим наше обсуждение.